А ранее глава Коми Владимир Уйба встретился с представителями населения, выступающего против QR-кодов и других антиковидных мер. Разговор продлился около 3 часов. Говорили о штрих-кодах вакцинации, оказании медицинской помощи и требованиях по предотвращению ковида. Среди озвученных предложений на мероприятии уделять больше внимания сертификатам, переболевшим и вакцинированным, нежели QR-кодам, а также создать новый алгоритм пропусков для жителей республики, перенесших коронавирус бессимптомно. Целая когорта людей, которые переболели легко, либо бессимптомно. Но они имеют ответ, антитела. И сегодня договорились о том, что мы возьмем это на себя, на бюджет. Это достаточно накладные расходы, большие расходы, но тем не менее возьмем исследования за счет республики на наличие антител. То есть любой человек, кто хочет понять, есть у него антитела или нет, потому что он считает, что он переболел, такой возможность ему будет предоставлена. И опять же, сертификат о том, что у него есть наличие антител, будет приниматься как основание для того, что вот он коллективно безопасен. Во время диалога власти отметили несколько важных пунктов, которые стоит проработать детально совместно с депутатским корпусом. Так, парламентариями рекомендовано рассмотреть инициативу о бесплатном вызове врача на дом. В случае принятия закона оплачивать такие звонки будут из республиканского бюджета.